Пане Єсу, укритий у найсвятішому сакраменті, у годину Божої милосердності, хочемо доручати Тобі всі наші інтенції, всі наші справи, доручати Тобі нас самих, наші сім'ї, нашу парафію, нашу батьківщину, доручаємо всіх потребуючих, хворих. Просимо інтенції нових святих покликань до служби святарської законної. Просимо за всіх, за тверділих грешників, за душу чисто терпячих. І просимо об навертанні для кожного з нас. Боже, прийди мені на допомогу. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Витай, Мария, полная ласки, Он с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его Единого, Пана нашего, яким зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замученный при Понтском Пилате, укрыжованный, помер и был похованный, зашел до тлани, на третий день воскрес с померлых, взошел на небо, сидит праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуда прийти судить живых и померных. Верую в Духа Святого, святый костел католический, верность святых, отношение врагов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Папе, прости за грехи наши и всего света. Будь милосердный до нас и до 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 всего света. Отец предвечный, веруем в тело и кровь, душу и Бог наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Папе, прости за грехи наши и всего света. Для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до
всего света. Для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче справедливо, первую тобі тіло і кров, душу і Господь, наимилейшего Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всего света. И Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. и Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. и Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче справедливый, отвернусь за целую кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего, Пана нашего, Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всего света. Для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче справедливый, охвярую Тобі, тіло і кров, душу і Господь, наимилейшего Твоего Сына, и Пана нашего Иисуса Христа, Как простить за грехи наши и всего света. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. теле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Святый Боже, святый моцный, святый и смиренный. Змилуйся над нами и над всем светом. Святый Боже, святый моцный, святый и смиренный. Змилуйся над нами и над всем светом. Святый Боже, святый моцный, святый и смиренный. Змилуйся над нами и над всем светом. Покрив вода, яка виплила з найсвятішого серця Єсуса, як криниця милосердності для нас. Добирай один. Покрив вода, яка виплила з найсвятішого серця Єсуса,
як криниця милосердності для нас. Довіряємо Тобі. Окруй вода, яка виплила з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас. Довіряємо Тобі. Єзу, Довіряємо Тобі. Єзу, Довіряємо Тобі. Єзу, Довіряємо Тобі. святая сестра Фаустина, Молися за нас. благословенный всем Господь, Молися за нас. святый Павел II, Молися за нас. святый Архангел Михаил, Молися за нас. Ісуса праведна, у своїй нашій раці, тратить старої права, Божа новиця повірить, що нам розум не тлумачить, свято віри на світ. Увічна мудрої, благословені хвала, і Отцу і Сину разом, Отцу вічного життя, тому що від походить, Отцу вічного свята. Аминь. молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам вспомнить свои муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, и яких живешь и володаришь на веки вечные. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. Як бачите, на алтарі була така фігурка, тут завжди стояла, простора дзьонь, а сьогодні її вже нема, бо означає урочистость у нього вшестя Христа. Сьогодні Ісус Христос захочує нас, как мы трошку оставили эти наши справы, а взглянули на большие и больше ценные справы, якими есть наше життя духовне. Хоч може і тяжко взглянути на небо, як сьогодні, бо треба зонтик тримати і глядіти, яку лужу не утопиться. Так это есть в нашем житті. Грех, разные тяжкости заставляют нас ніколи так не глядеть вверх. Але Ісус захочує, как дякуючи Йому, ми імкнулися до найважнішого цілі нашого життя – життя вічного. В эту святую мшу оферую за святой памяти Сергея 6 дней после смерти, просячи для его радости життя вічного. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы водно могли скласти эту наисвятейшую оферу. Споведаемся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что согрешил я вельми, духою, словом, ошибком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за все ты Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Яка змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. А на землі слуга Бог, людям доброї волі, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, народу небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, народу Божий, Сыне Отца, яки вяриш на себе, враги всех, смилуйся над нами, яки вяриш на себе, враги всех, прими моление наше, яки сядешь праворучайся, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. У всемогутный Боже, небовшествие Твоего Сына, это возвышение человечей натуры. Прими от нас потягу, якую мы полной святой радости Тебе усносим,
з надією, що як члени містичного тіла Христа злучимося з Ним, нашим головою у вічній славі, який з тобою живі і володарить в єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Читание книги Дел апостолов. Первую книгу я написал, Теофил, про все, что робил Иисус, чему учил от початку каждого дня, у який вознесся, давши праз Духа Святого загадывая апостолов, яких выбрал, где перед якими з'явився живых, после своих дел муки у шматиких городов. На протягу 40 дней объявлявший им и казал про Божье володарство. И коли разом ели, наказал им не выходить из Иерусалима, а лишь чекать обязанного райцом, про что вы чули от меня. Я крестил водой, а вы будете обращены пред некоторым днем Духом Святым. А собранные пытаются человек, памятьте в этом часе ты отбудуешь королевство Израиля. И он же отказал им, не вам ведать часы, поры, який Отец призначав своєю владою. Але прийміть мощь Святого Духа, який нас силів, і буде моїм свідком в Єрусалимі і у всій Ідеї, і у Самарії, і аж до краю землі. І сказавши это, він вознесся на очах їхніх, і облако забрало його з їхніх очей, і коли вони пильно озиралися в небо, як йому виходив, ось два мужи стояли перед ним у белом одении и сказали: «Мужи галилейские, чего стоите и углядаетесь в небо? Это Иисус, взятый от вас на небо. Придя так само, как вы бачили его, прием заходит на небо». Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцам. Браты, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и открытия познания Его, и просветлил очи сердца вашего, как вы ведали, уши надея покликания Его, якое богатство славной спадщины Его на святых, якая неизмерная величь моцы Его у нас.
веруючых пра дзеянне магутнай сілы Ягоны, якую Ён выявіў у Хрысце, калі воскресіў яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах. Вышэй за усякае княжэнне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за усякае імя, якое называецца не толькі ў гэтым веку, але ў будучым. І ўсё пакажыў пад ногі Ягоны, і пастаў яго понад усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, понадою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсіх. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан з вами. Закінчення Святого Євангелія Павла Марка. У той час Єсус з'явився 11 і сказав їм: «Ідіть по всім світі і обвіщайте Євангелія усякому створенню. Хто повірить і охреститься, буде збавлений, а хто не повірить, буде осуджений. Тим, хто повірить, будуть сподорожничати такі знаки. У ім'я Моє будуть виганяти злих духів, будуть розмовляти новими мовами, змеїв руками брати будуть, і коли щось отрутне вип'ють, не зашкодить їм. На хворих будуть ускладати руки, і вони виздоровіють». І Пан Єсус після розмови з ними узнесся в небо і сів праворуч Бога. А яны пайшлі і паўсюль абвяшчалі Евангелие. Пан садзейнічаў ім і пацвярджаў слова знакамі, што яму спадарожнічалі. Гэта слова Пана. Урачыстасць умілаўшэсця Христа і казанне хацеў бы распачаць ад апавядання. Пришел один раз человек до ксяндза и кажет: «Слухай, ксяндз, не знаю, для чего мне жить. Скажем, закончил учебу, зробив великую фирму, грошей шмат, детей двое, как сам уже подрастает, уже не ведаю, на что еще больше жить. Все есть, что только потребное, и не ведаю, что чинить». А ксяндз поглядел на его и кажет: «Як не ведаешь, что чинить, то вот сядь у свою дорогую машину и поедь этой дорогой, якая направо идти, аж до конца». Этот человек поглядел на него и сдивился. Все, лишь эта дорога доходила к Беде. Ну, кажали поедь, ну, послухався, ну, за треба слухаться. Едзе по дорозі, на початок споткав машину, якої колесо сапсувалося, допомог. Потом еще далее ехал, убачил, что стоит бабулька, взял ее и подвез. Аккуратно оказалось, что так само на могилке едем. И так разом доехали. Приехали, бабуля пошла на свое место до своих родных помолиться. А этот мужчина встал и аккурат был вельми пригожий крыш. Постоял около его, помолился и вернулся до ксяндза и подзяковал ему, говорячи: «Так, ведаю, для чего жить, каб быць збаўленым і дапамагаць іншым і праз гэта дайсці да неба». І сёння Jesús Христос таксама, узыходзячы на неба, гаворыць да апосталаў і да кожнага з нас апошнюю мову. Можна так сказаць, заставляе нам канкрэтны запавет, які мы маем выканаць у нашым жыцці. Што ж гэта за запавет такі асаблівы? «Идите по всем свете и обвещайте Евангелие всякому створению».
Першае, што тут трэба варта звярнуць увагу на тое, што трэба нешта чыніць. Бо Езус гаворыць: ідзіце. Бо вельмі часта ў жыцці прыходзіць лянота, асаблівым чынам у жыцці духоўным. Як пан Езус павёў, што зрабілі вучні, таксама зачыніліся у вячэрніку і не ведалі са страху, што чыніць. Але Езус тут ужо канкрэтна гаворыць: трэба ісці. Трэба ісці да якогасьці цэлю. Трэба папросту рушыць, трэба крочыць, трэба нешта рабіць. І сапраўды, каб учыніць, каб дасягнуць гэтага найважнейшага цэлю валадарства нябеснага, трэба канкрэтна штосьці зрабіць. Конечно, часамі бывают такие ситуации, я всем хочу помогчи. Тёмдок, не надо, я говорю, дайте я что-нибудь зараблю, бо мне ж так само в небо треба попасть. И так это есть таким штодзённым житті. Треба ісці, треба робить, и робить, як мага больш таго лепшага. Далей Езус говорить: обвящайте Евангелием усякому створению. Евангелие – это конкретная наука, это конкретная новина о владарстве небесном. Конечно, мы хотим слухать найчастей інших. Слухаем, что нам у телебаченні скажут, у интернете, что нам скажут. Говорят, что маем есть, як робить, сколько кроков учинить, как трошку допомогло нашему штодзённому жыццю. Але чи гэта найважнейшае? І перадусім трэба усвядоміць, што трэба слухаць перадусім Езуса Христа. Трэба слухаць і даць яму папросту хвіліну, каб прамовіў да нашага сэрца. Канешне, Езус гаворыць гэтае слово: ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелие усякаму стварэнню. Ён захочвае, каб мы перадусім гэта ўчынілі. І так, можа, здаецца часамі, цяжка гэта зрабіць, што я буду пра Бога гаварыць іншым людзям, як нават у сваёй сям'і вельмі часта цяжка сказаць аб гэтым, бо ніхто не слухаецца і, можа, хтосьці смяецца. Але паглядзіце, калі мы хоць аднаму чалавеку скажам пра Бога, то можа нешта зменіцца. Бо ў свеце сколькі хрысціянаў? 10 мільярд, трошку больш. А калі яшчэ мільярд пачуе, то ўжо 2 будзе. 2 мільярда збаўленых. Далей Езус таксама захочвае, каб мы ачысцілі нашу веру. Хто паверыць і ахрысціцца, будзе збаўлены, а хто не паверыць, будзе асуджаны. Адна справа ахрысціцца. Так, нас ахрысцілі бацькі, бо хацелі добра для кожнага з нас. Трошчыліся ад нас, але другая справа, калі мы ўжо дарослыя, то якая наша вера? Бо можна быць ахрышчаным, але ўвогуле не верыць. І Езус гаворыць: хто паверыць і ахрысціцца, будзе збаўлены. І варта сёння задаць, а якая моя вера? Можа, яна яшчэ не такая поўная, то прасіць Пана Бога, каб даў ласкі, каб яна яшчэ больш узмоцнілася. Як вельмі варта просто трымацца Езуса і, дзякуючы ласцы, развіваць тое найважнейшае, што ёсць у маім сэрцы. Гэта вера. Канешне, можа цяжка крочыць праз нашае жыццё, можа будуць паяўляцца розныя клопаты, розныя цяжкасці. Але паглядзіце, што Езус гаворыць сваім вучням, каб іх трошку узмоцніць. Тым, хто паверыць, будуць спадарожнічаць такія знакі. У імя маё будуць выганяць злых духаў, будуць размаўляць новымі мовамі, змеяў рукамі браць будуць, і калі штосьці атрутае вып'юць, не зашкодзіць ім. Калі паглядзець на гэтыя словы, то ў гэтых словах ёсць такая упэўненасць, і няма адной рэчы, якая нам вельмі часта перашкаджае. Няма ў гэтых словах страха. Бо змяю взять, кожен боявся, я би боявся. А тут страху немає. Далей, штосьці атрутне випить, так само ми переживали, і напевно би нам це зашкодило. Ісус говорить: коли поверите у мене, що я вам допомагаю, то так само отримаєте конкретні знаки, що в вашому серці просто не буде страху, а буде супокой і радість. Так само, на що Ісус звертає увагу,
на хворых будуць ускладаць рукі, і яны выздаравеюць. Я гэта так сёння усвядоміў, наколькі Езус на мяне канкрэтна ўсклаў вялікую функцію, бо апосталы і перадалі гэтую ласку прэзбітарам, біскупам, і далей гэта ўвесь час спадарожнічае. Паглядзіце, калі так не хочучы святар атрымаў, пэўна хочучы ўсё ж такі, гэтую ласку, то як жа вельмі важна, як прыходзіць у нашым жыцці хвароба, якаясьці вялікая справа, падысці да ксяндза і папрасіць, каб ён паблагаславіў, каб усклаў рукі. І бачым, абяцанне Езуса і запавет канкрэтна гаворыць. На хворых будуць ускладаць рукі, і яны выздаравеюць. Вельмі моцныя словы. І гэта станецца, калі у мяне канкрэтна з той інтэнцыяй, якой буду прыходзіць, чи каб у мяне была канкрэтная і поўная вера. Бо тое, што чыніцца, і з тым, з чым прыходжу да Езуса, яно павінна перадусім суправаджацца тым, што я веру, што так споўніцца. Езус заставіў нам канкрэтныя словы, канкрэтны запавет, і трэба быць Езусу паслухмяным. Гэта наша такое жыццё, і пагэтаму трэба выканаць гэтыя вельмі простыя словы. Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелие усякому стварэнню. Веру ў адзінага Бога, Отца всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за лица нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не скорого, одиносудного лицу, прозья Богу все статься, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по Божьим Писаниям, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померших, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв про пророків, віру у один святий католицький апостольський костел, визнаю один крест для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Езуса Христа, який взошел на небо и сядет праворуч Отца, с доверием представить Богу наши просьбы. Молится за ты костел, как мужно обвещал Божию правду и указывал свету вечной каштовности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молится за миссионеров, как они обвещали Христовое откровение усім народам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молится за народы, які переживають конфликты, как запановал у их краинах чаханный спокой. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молится за тих, кто не разумеет водности человеческого тела, как усведомлен, что я оно призначено для удела в житии вечном. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молится за тих, кто пробывает далеко от своей семьи, как ушися с родными проболину и удел сокровенно. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молится за нас, удельников в этой святой души, как надея на вечное житё, захвошного нас изумленного выконания наших штоденных обовязков. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых,
особливим чином за святої пам'яті Сергія, просячи радості життя вічного. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Боже, выслухай наши просьбы и учини, как мы про справедливой революционной земли досягнули вечного життя с Христом, у небовшисті якого сьогодні святкуємо, які з тобою живі і володарець, праз усі віки вічні. Аминь. Номер 10. Христос слава, взявшись знову, Аллилуйя, Аллилуйя, радость дав своему народу, Аллилуйя, Аллилуйя, взявшись Аллилуйя, Аллилуйя, тебя вешаем радования, Аллилуйя, Аллилуйя. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу являву, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай нам Бог прийме окляву з рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Отче предвечный, покорно складаем Тебе эту являву, во урочистостью небовшестия Твоего Сына. Дозволь, просим, да прозряти святый обмен даров, мы взнесли наше сердце до неба, праз Христа Бога нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим, угору серце, узносим Тебя, подякуем вам Богу нашему. Бога это исправляемо. Справедливо и справедливо, слушна и избавленна, как мы заусюди и усюди Тебе складаем подяку. Пане святый Отче всемогутный вечный Божа, праз Христа Бога нашего, и Он после своего с мертвых повстания открыто з'явился перед усіми своими учнями, и на их очах узышел на небо, как мы могли удельничать у Его божеским житті. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хорянював разом з усіми святими, співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершине, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана. Осанна на вершине. Справди, Боже, Ти святий, і справедливо хвалить Тебе усе Твоє створення, во Сина Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действия эмоций Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно собираешь народ свой, как от исходу солнца и до запада, складом имени Твоего чистую оферу. Освяти эмоции Духа Твоего в эти дары, які ми принесли Тобі на хляб, как стали сиями телом и кровью Сына Твоего нашего Пана, Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо йому ту ночь, коли був видадений,
узяв хліб і, подяку тобі складаючи благословенню, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого всі, бо это есть тело моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих і, подяку тобі складаючи благословенню, і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його всі, бо это есть келих крови моего нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Пане, вспоминаючи звавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовного воскресения и в Него вшестя, и чекаючи Его другого прістя, з подякою складаем Тебе в эту живую и святую офяру. Узглянь просим на дар Твоего костола, и прими его як офяру, якой Ты пожадал быть умилостивым. Дозволь, как мы, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперс Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта офяра нашего поєднання принеси всему свету. Будь ласкав умацевать у веры и любови костел Твой, який перегримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром, з усіми біскупами, всім духовенством и всім народом Тобой откупленным. Будь милостивый на просьбу в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто в ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого добрый свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки и вечная. Называемся детьми Божьими, и ними являемся, того смелуемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою,
чекали сповніння щасливої надії і прийстя Збавця нашого Єсуса Христа. Бог Твоего володарства и моц и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на верность тела Твоего и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарите его супокоем и едностью, який живеш і володариш на віки вічні. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенне, покликане на вечеру Його. Пане, я не радуюсь, Так Ти пройшов на мені, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа.
радуйся. Всемогутный вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам удел в небесных таемницах. Просим Тебе, напомни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность, пробывая с Тобою в Христе Иисусе, яки живи и владарец на веки вечные. Аминь. Пан с вами, И с духом Твоим. похилите головы на благословение. Всемогутный Бог нехай благословит вас, бо сегодня Его единородный Сын сошел на небо, как и вы могли прийти туда, где Он пробывая в славе. Аминь. Христос, спася своего с мертвых повстания, з'явився своим учням. Нехай Он будет для вас негостивым суддею, коли прийде судить живых и померлых. Аминь. Христос сядет у славе правоучается, нехай Он одолеет вас радостью своей присутности, бо обещал, что будет с нами до конца свету. Аминь. Благословением всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется на завсёды. Идите в спокое Христа. Дякуємо Богу. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть свою спасіться. Амінь. так само сегодня преподаем литургичную вспомину Мати Божией Фатимской, поэтому заступництвом нашей Небесной Матери занесем на Богу все наши молитвы. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не поважай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай. Святый Боже, святый мудрый, святый несмиренный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мудрый, святый несмиренный,
Аллилуйя.